Приехал в Коми на рыбалку, а нарвался на честных гаишников. Житель Чебоксар Лев Мясников пытается оспорить в апелляции приговор мирового судьи по уголовному делу о мелкой взятке сотрудника ДПС в Кнешпогосском районе. Сам водитель подкуп автоинспектора полностью отрицает, мол, случайно обронил деньги. Но видеозаписи служебных регистраторов все расставили по своим местам. Репортаж Ксении Лосевой. Добрый день, товарищ водитель, почему ремешком не пристегиваемся? Ну это не пристегнуто ремешком безопасности. Не пристегнуто. Пристегнут, когда он вставлен у вас непосредственно в ячейку, он не вставлен. Это называется не пристегнуто. 29 сентября на трассе Сыктывкар-Ухта на развилке поворота на город Емву дежурил экипаж Кнешпогосской ГИБДД. Водитель «Газели» решил схитрить и, как многие водители, просто накинул ремень безопасности на плечо. Перспектива оплатить штраф в 1000 рублей или даже половину со скидкой водителю из Удмуртии не понравилась. Для этого требовалось ждать составления протокола и постановления об административном правонарушении, а времени тратить не хотелось. Он говорил, что он очень торопится домой, что дома давно не был. И чтобы быстрее его отпустили, соответственно, чтобы не составляли документы, он поехал дальше. Якобы приехал на рыбалку. Именно, да, отдохнуть, порыбачить, так как ему здесь нравится наша рыбалка, природа. Ну, соответственно, он сюда и приехал. Вместе с документами на машину и правами Лев Мясников положил на панель в салоне патрульного УАЗика 3 сотенные купюры. Понимая, что он в объективе видеокамеры, водитель говорит полунамеками. Да, что это? Это попал, наверное, вместе. Попало вместе, да? Да. Ага. Еще надо попасть. Еще надо попасть? Не знаю, смотрите. Блин. Смотрите. Это что? Документ? Документы? Это что документы? Да. Вот как раз этот... Сколько? 5. 5? Документов. Ага. 5 документов, да? Ну. Так, ну это получается взятка, я так понимаю, ну? Чего? Взятка. Ты чего, болтать? Нет. Нет, ни в коем случае. Что вы тут придумываете? Нет. Прям слова как уши режут. Уши режут? Да. Поощрение, да? Да нет ничего вообще такого. О чем вы говорите? Не понимаю. Даже произнесенное автоинспектором грозное слово «взятка» не остановило коррупционные планы водителя. Он забрал документы, но 5 сотен рублей оставил в патрульной машине. Договориться так и не удалось. А теперь ждем группу. Какую? Опер. За что? За что? За то, что в салоне оставили меня. Товарищ водитель, это Республика Коми, понимаете? Здесь такое не проходит с людьми. Понятно? С машиной какие-то проблемы? Да нет, нет проблем. Зачем ты отдаете? Его обронил просто. На полочке обронили, забрали. Ну, с паспорта выпало. Да. Просто, видимо, где-то в России такое прокатывает, да? Да не знаю. Не знаете? Здесь Республика Коми. Я говорю, с паспорта выпало и все. По факту передачи мелкой взятки возбудили уголовное дело. Водитель воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя. Но сторона защиты и в суде, и уже после суда путем направления апелляционной жалобы полагает, что никаких преступных деяний у подсудимого не имелось. Деньги на приборной панели спецмашины оказались совершенно случайно среди прочих документов. Все эти доводы опровергаются показаниями свидетелей и видеоматериалами. Мировой судья, внимательно изучив видеозаписи, пришла к выводу, что Мясников виновен в попытке подкупа автоинспектора. В качестве наказания назначила ему штраф в 10 тысяч рублей. С приговором он не согласился и обжаловал в районном суде. Так что придется вновь приехать в Коми и опять не на рыбалку.